На сегодняшний день продолжается консультация с Министерством образования и науки Российской Федерации. Для переходного этапа мы предложили следующее. Разработать варианты учебных планов для начального и основного общего образования, в которых обязательной частью учебного плана в рамках предметной области родной язык и родная литература будет возможность выбирать и изучать родной язык, русский, татарский, чувашский, удмуртский, марийский, мордовский и другие в объеме 2-3 часов. В то же время будет изучаться государственный татарский язык в объеме 2 часов с всеми обучающимися. В старшей школе 10-11 классов изучение татарского языка как государственного языка Республики Татарстан предлагается организовать на добровольной основе. В сложившейся ситуации мы считаем, что данный подход мог бы стать компромиссным решением, которое позволит довести объемы изучения русского языка до рекомендуемых Миноборнауки России, обеспечить выбор родного языка по заявлению родителей в рамках предметной области родной язык, родная литература, сохранить возможность изучения татарского языка как государственного языка обязательной части программы, но с меньшими объемами, обеспечить добровольность изучения государственного татарского языка в старшем звене. В последние дни руководство нашей республики находилось в активном диалоге с администрацией президента страны по поводу возможности принятия данного варианта. В ходе очередной встречи с министром образования и науки Российской Федерации Ольгой Юрьевной Васильевой вчера 7 ноября она подтвердила готовность согласовать данное компромиссное решение. Соответствующее письмо со стороны министерства мы ожидаем получить на следующей неделе. Далее считаем необходимым организовать совместно с федеральным министерством работу по внесению изменений в федеральные государственные образовательные стандарты, обязательным участием в этой работе представителей регионов. Вчера в школах республики началась 2-я четверть. По требованию надзорных органов школы поменяли учебные планы. С изменением учебных планов меняется и учебная нагрузка учителей. В настоящее время нашей основной задачей является недопущение сокращения учителей татарского языка и литературы в середине учебного года. На прошлой неделе с каждым муниципальным районом министерство провели индивидуальное собеседование. Мы просили и просим каждый муниципалитет, каждого директора максимально внимательно подойти к своим учителям. В случае сокращения им должны быть предложены иные педагогические должности. Для счастья учителей будет организована переподготовка. В настоящее время по данным муниципалитетов под сокращение может попасть порядка 220 учителей. Мы ежедневно работаем над снижением их количества. Необходимо отметить, что при уменьшении учебной нагрузки учителя 2 месяца продолжат получать назначенные им в начале учебного года заработную плату. Новые учебные планы влекут к увеличению нагрузки на учителей русского языка. Общая потребность в учителях русского языка составляет около 219 человек. Кроме того, уважаемые депутаты, Министерство осуществляет работу по модернизации технологий преподавания татарского языка.